По сообщениям прессы, автомобиль Mitsubishi Delica, на который террорист-смертник протаранил ворота китайского посольства, недавно был продан в городе Токмок. Продавец – некая гражданка Кыргызстана. Известен и номер автомашины. Но установлена ли личность взорвавшего себя смертника, а также его причастность к какой-то конкретной террористической организации, в ГКНБ пока не сообщают. В результате террористической акции легкие ранения получили двое граждан Кыргызской республики. На месте продолжает работу оперативно-следственная группа. Госкомитетом национальной безопасности Кыргызской республики возбуждено уголовное дело по факту терроризма. Двое граждан Кыргызстана, работавшие садовниками в китайском посольстве, отделались ушибами мягких тканей и сегодня были выписаны из больницы. Сила взрыва, как считают в ГКНБ, не превышала 15-20 килограмм в тротиловом эквиваленте. При других обстоятельствах взрыв такой мощности привел бы к значительным человеческим жертвам. Но в китайской дипмиссии на тот момент почти не было людей, включая и самого посла. Нападение террористов-смертников – это главная угроза для дипломатических кварталов в Афганистане, Ираке и Пакистане. В последнее время очень большое количество самодельных устройств применяют афганские талибы, аль-каидовцы, где очень много взрывали танков, бронемашин в Афганистане. Именно применением самодельных взрывных устройств. И не исключено, что эти боевики получили опыт именно оттуда. По словам Медетбекова, в прошлом году террорист номер один, лидер ИГИЛ Халиф Ибрагим, выделил $60 тысяч для организации терактов и массовых беспорядков в странах Центральной Азии. Между тем, уйгурские сепаратисты входили в состав так называемой Исламской партии возрождения Туркестана, которая, в свою очередь, уже 1,5 года назад в составе Аль-Каиды стала частью ИГИЛ. По мнению бывшего заместителя министра обороны Мурата Бейшенова, у китайского посольства террористам не удалось исполнить намеченный план. Я думаю, что там задумалось другое совсем. Может, они ждали там выезда кортежа там, с послом, там еще какие-то мероприятия, может, взрыв самого здания и так далее. Но то, что там тоже нервы, там тоже человеческий фактор, правильно ведь, да? Но то, что там другое задумалось, более мощно, более, чтобы потери нанести, более ущерб нанести, более значимый, конечно, задумывалось. Совсем серьезно, это, наверное, однозначно. Надо полагать, что это серьезно. Не получилось. Как говорят эксперты, ясно и почему был выбран именно Китай и его посольство. Дело не только в том, что исламисты поддерживают сепаратизм в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, но и в том, что проекты Китая оказывают сильное стабилизирующее влияние в регионе. Пока китайцы вкладывают сюда деньги, у радикалов мало шансов на победу. Поэтому именно китайцы будут приоритетом для атак, заключают эксперты. Относительно недавно в Турции в знак солидарности с уйгурами происходили нападения на туристов из Азии, которых принимали за китайцев. Сообщалось также о сожжении китайского флага у консульства КНР в Стамбуле. Болот Исаев, Алтынбек Каныбекулу, НТС.